никакие земли в Кизлярском районе не переходили к Чечне. Это все ложь. И вопрос Ауха, он будет всегда актуален, пока этот вопрос не будет решен справедливо. А справедливо он будет решен тогда, когда в дома вернутся их хозяева исконные, либо эти люди получат, ну, они будут удовлетворены, то есть между ними произойдет какая-то сделка, их сделают довольными этой сделкой, и эта территория станет частью независимой Чечни. Вот тогда этот вопрос будет решен по справедливости. До этого момента этот вопрос будет всегда актуален. Кстати, мне вчера скинули одно сообщение, которое я хочу зачитать и прокомментировать. Невежественные люди любимее врагу, чем работники-агенты. Потому что враги используют невежду, а он даже не знает об этом, и он более стоек на своем заблуждении и не берет плату за это, а также влияет на людей посредством своей искренности. Насколько это точные слова, да? Насколько действительно невежественный человек, особенно если он еще и какой-нибудь политик или что-то он решает, и при этом он невежественный, он действительно будет любимее для врага, чем его агент. Потому что этот человек, ему не нужно платить в первую очередь, враг ему ничего не должен платить, он и так будет выполнять выгодное для врага дело бесплатно. При этом будет еще делать это искренне. А когда человек делает что-то искреннее, это подкупает сердца людей. То есть люди видят в нем искренность, и это их подкупает. И они тоже ведутся на это заблуждение. Насколько это точные слова, да? А теперь просто вспомните нашу историю, вот, современную. Все то, что произошло в последние года, то, к чему мы сейчас пришли, как мы к этому пришли. И вы найдете отражение этих слов вот в этой последней нашей истории. Это было во многих решениях, которые были приняты нашими политиками, неправильно были приняты, они были на руку России, они были только ей выгодны. И это привело нас к подобному положению, в котором мы сейчас находимся. И также посмотрите на то, что сегодня делают здесь так называемые политики, люди, которые хотят быть нашими политиками, нашей властью. Посмотрите на их действия, то, что они совершают. Кому это выгодно, то, что они делают? Кто с этого сегодня смеется? Кто это использует в своих целях, этим упрекает? И вы поймете, вот здесь тоже найдете отражение вот этих слов. Вся проблема в невежестве. Наша сегодняшняя главная проблема нашего народа, как и вообще всех народов, наверное, в мире, но мы сейчас будем говорить в частности о нас. Главная наша проблема – это невежество. Наш главный враг сегодня – это невежество. И вот когда мы сможем это невежество побороть, воспитать в нас грамотных и политически, и по-иному грамотных людей, тогда мы сможем как-то преодолеть эту ситуацию. Это вот то, о чем говорил шейх Альбани, когда ему про сопротивление там задавали вопросы, он говорил, что сегодня не то время, когда нужно вести войны, там. Сегодня время, когда нужно воспитывать людей, нужно разъяснять. Сейчас надо именно на этом акцентировать сосредоточить все наши силы на разъяснении вот этих основ религиозных, иных, вообще всех политических, чтобы люди правильно рассуждали, правильно мыслили.